Сегодня мы находимся в деревне Квачи, в студии Куачи. Почему Куачи? Это первоначальное название деревни. Один из сыновей Мардан Батыра искал место, куда поселиться. И пришел он в эти края и нашел родники. Раз родник, два родник, 3, 4, 5, 6. На удмуртском это будет одик, кык, куинь, ниль, вить, куать, щиньос. И так и назвал Куачин, Куачи. Но уже проходили годы, и население уже по-современному начали называть деревню Квачи. На сегодняшний день здесь собрано более 250 костюмов, и ни одно из них не повторяется. Собирали всей деревней. Когда народ узнал, что в Доме культуры собирают такую историю деревни, они с удовольствием начали собирать, доставать свои платья и приносили сюда. Издревле в этой деревне был очень работящий и трудолюбивый народ. До сих пор они занимаются выращиванием овощей, живности. И в свое время они ездили в Елабугу продавать свои продукты сельхозпроизводства и меняли их там на ткани, бусы восточные и привозили сюда. Если рассмотреть здесь некоторые костюмы, то можно увидеть восточные ткани и также бусы стеклянные. Почти в каждом доме была швейная машина. Если подумать, то не в каждой деревне могли себе позволить швейную машину. Мой прадедушка тоже из этой деревни, из деревни Квачи. У них была мельница. И он тоже продавал свой товар и купил всем своим 5 дочерям швейные машины. И все его дочери шили костюмы и предметы быта. И эта машина передавалась по наследству. И одна из машин досталась моей маме, а теперь от моей мамы мне досталась. Конечно, мы ею теперь уже не шьем, она старинная, у нас уже новые современные машины. Но факт в том, что все дочери, все внучки и правнучки нашего дедушки, они шьют. И я занимаюсь изготовлением и дизайном современных удмуртских костюмов. Когда мой прадедушка переезжал из деревни Квачи в другую деревню в Волнажском районе, они перевезли тоже огромное количество предметов быта и одежды. И у нас было отдельное помещение, называется кенос. И все это хранилось там. Я вспоминаю, там было очень-очень много вещей. Мы даже там спали, наряжались в детстве. Но когда я подросла, мне было 20 лет, мне нужно было поехать в удмуртский лагерь Шундыкар, и я начала искать себе одежду. И я настолько вдохновилась, что это же можно тиражировать. И я взяла одежду, тоже сняла выкройку и шила себе второе удмуртское платье. И так я начала шить больше и больше, и теперь уже мы шьем в больших количествах.